«1996 год. Конец XX века для республики, как и для всей России, был сложным во всех отношениях. Развал экономики некогда могущественной страны не давал надежды на создание учреждения, которое взяло бы на себя задачу сохранения аудиовизуальной памяти Якутии. Но усилия двух ветеранов кино Ивана Спиридоновича Жараева и Виссариона Андреевича Томского увенчались успехом. Их безоговорочно поддержал первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев, первый директор Василий Васильевич Пестерев. В самый тяжелый период перестройки молодому руководителю пришлось с нуля налаживать материально-техническую базу новой структуры. Первый компьютер, первые нормативно-правовые документы Госкинохранилища, поиски более-менее соответствующего здания, подбор первых специалистов. За несколько лет целенаправленной работы при деятельной помощи народного депутата Государственного собрания Иль-Тумен Александра Николаевича Жиркова с поддержкой, оказанной старшими коллегами Российским государственным архивом кинофотодокументов, новая организация уверенно заявила о себе как о структуре, необходимой в визуальном информационном мире. 25-летие нашего аудиовизуального центра является знаковым событием в канун образования или когда республика отмечает столетний свой юбилей. Это одна составная часть большого юбилея, большой истории. У нас есть большой пример, которым могут следовать субъекты Российской Федерации. У нас есть единственный закон, у нас есть центр единственный на Дальнем Востоке, у нас есть коллеги в Российской Федерации, есть коллеги в Республике Татарстан, у нас есть уже наработанный и подготовленный регламент работы. 1998 год. На основании указа президента фонды Госкинохранилища признаны особо ценным объектом национального культурного достояния народов Республики Саха-Якутия. 1999 год. Принят закон Республики Саха-Якутия об обязательном экземпляре документов, регламентирующий порядок передачи на государственное хранение всей производимой на территории республики кинопродукции независимо от форм собственности. Взаимоотношения с кино- и телестудиями, а также ведомственными киноархивами и частными лицами строятся именно на этом законе, в разработке которого активное участие приняла Галина Константиновна Охлопкова. В конце этого же года проведен первый республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии», обладателем гран-при которого стал ученый-тюрколог Юрий Иванович Васильев за передачу на государственное хранение уникальных киноматериалов, датируемых 1926 годом. Не только именитые якутские тележурналисты и кинематографисты, но и любители ежегодно становятся победителями этого престижного конкурса, по итогам которого выявляются наиболее ценные для государственного хранения кинофильмы и телепередачи. В юбилейном для аудиовизуального центра году конкурс «Кинолетопись Якутии» будет проведен в 18-й раз. 2000 год. Правительством Якутии утверждена программа внедрения международных стандартов качества и хранения кинодокументов в Республике Саха-Якутия. Между главным российским киноархивом и Якутским Госкинохранилищем сложились партнерские отношения. Архивисты разных регионов России нередко встречаются как в Москве, так и в Якутске. 2001 год. При Государственном кинохранилище Якутии создан музей кинематографии, который стал центром сохранения артефактов якутского кино, его популяризации среди населения и источником информации для историков и журналистов. С первых же дней сотрудники музея занялись издательской деятельностью. За 25 лет существования Якутского киноархива опубликовано более 50 книг, брошюр и каталогов, автором многих из которых является один из самых титулованных якутских кинематографистов Иван Спиридонович Жараев. В Якутске состоялся семинар с участием представителя штаб-квартиры ЮНЕСКО Нарико Айкава, высоко оценивший деятельность Госкинохранилища Якутия в деле сохранения
аудиовизуальных фактов традиционной культуры Севера. Состоялась киноэкспедиция в отдаленные поселки Нижнеколымского района с целью сбора кинодокументов о нематериальной культуре юкагиров и русских старожилов. 2002 год. Проведен фестиваль «Кинолетопись Якутии» в Алекминском Улусе. Далее география выездного кинофестиваля охватила Заречные, Приленские районы и Вилюйскую группу районов. 2004 год. Государственным собранием Ильтумен принят закон об объектах национального культурного достояния народов Республики Саха-Якутия. 2005 год. Первый в Российской Федерации закон об аудиовизуальном наследии принят именно в Республике Саха-Якутия. Объявленный ЮНЕСКО Всемирный день аудиовизуального наследия отмечается 27 октября. К 60-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне творческой группой Госкинохранилища создан документальный фильм «Якутия в священной войне», получивший на конкурсе всенародное признание «Золотую медаль». 2006 год. В Якутске проведена научно-практическая конференция «Аудиовизуальное наследие Дальневосточного федерального округа Российской Федерации как объект архивного хранения и исторический источник», участниками которого стали академик Российской академии наук, президент Национальной ассоциации аудиовизуальных архивов России Владимир Магидов, представители Российского государственного архива кинофотодокументов и Московского научно-исследовательского института киноискусства, профессор Парижского университета Сорбонна Борис Шишло. Свое обращение к конференции отправил известный эксперт в сфере аудиовизуального архивирования ЮНЕСКО Рейд Эдмонсон. 2007 год. Государственное хранилище кинодокументов Республики Саха-Якутия возглавил Владимир Спиридонович Андреев. Основным приоритетом работы он сделал расширение сети киноархивных учреждений по всей республике. В содружестве с Советом муниципальных образований началась активная работа по созданию во многих улусах своих собственных аудиовизуальных архивов. 2009 год. Начата совместная работа с Советом муниципальных образований Республики Саха-Якутия по организации киноархивного дела в улусах республики. 2010 год. Принято постановление правительства о ресурсной базе формирования аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. Результатом многолетней работы по формированию воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны стал цикл фильмов «Живые голоса войны» к 65-летию Победы. 2012 год. Получил патент и высокую оценку Российского агентства по патентам и товарным знакам логотип учреждения, разработанный главным специалистом Госкинохранилища Галиной Охлопковой. Утвержден регламент Государственного реестра уникальных и особо ценных аудиовизуальных документов. 2013 год. Началась работа по оформлению фондов Госкинохранилища в состав Архивного фонда Российской Федерации. 2016 год. За 20 лет деятельности аудиовизуальный архив Якутии прочно занял свою нишу в сфере культуры самого северного региона России. Вновь назначенный директор Берген Васильевич Парников начинает работу с расширения полномочий Национального центра и укрепления его материально-технической базы. Под его руководством учреждение переходит в ведение Департамента архивного дела Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Становится организатором крупных международных и республиканских мероприятий, таких как уже завоевавший прочные позиции Якутский международный кинофестиваль и участником производства масштабного художественного фильма «Тыгындархан». В соответствии с расширением сферы деятельности на 20-м году существования Государственное национальное хранилище кинодокументов преобразовано в Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Один из приоритетов учреждения – постоянное повышение профессионального уровня. Весь коллектив прошел переподготовку по специализации «Архивист» у ведущих российских и якутских специалистов архивного дела. 2017 год. Заключен новый договор о сотрудничестве с Советом муниципальных образований Республики Саха-Якутия, способствующий взаимодействию со всеми районами Якутии в преддверии столетия образования ЯССР. Творческой группой аудиовизуального центра снят фильм «Кинекелле».
посвященный работе первых якутских киномехаников-передвижников. За четверть века сотрудниками учреждения на базе фондов аудиовизуального центра создано более 30 фильмов на разные темы: об общественных организациях Якутии, о здравоохранении, политической жизни, армии, ремеслах, о национальной культуре, о людях, которыми гордится наш народ. Неоднократно документальные фильмы, снятые коллективом, удостаивались наград на различных конкурсах и фестивалях. 2019 год. Приведены в соответствие с правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации учетные документы. Оборудованы помещения для их хранения и комплекс просмотрового зала. Составлены постеллажные и пофондовые топографические указатели. За 25 лет поиска и сбора число принятых на государственное хранение аудиовизуальных документов превысило 36 тысяч единиц, треть из которых является результатом инициативного архивирования, то есть снята операторами самого Центра аудиовизуального наследия. Аудиовизуальные документы активно используются школьниками, студентами, учеными, историками, сотрудниками телестудий и кинематографистами, а также частными лицами. В этом же году Национальному аудиовизуальному центру присвоено имя Ивана Спиридоновича Жараева, патриарха якутской кинематографии, для которого кино было главным делом жизни. 2020 год. Создан цикл фильмов «75 мгновений Победы. Солдатские истории», который несколько месяцев демонстрировался на республиканских и федеральных телеканалах. Идет подготовка видеоконтента к празднованию столетия со дня провозглашения «Я СССР». Словом, впереди большая работа. Стремительное внедрение в нашу жизнь новых средств информатизации предполагает все большую необходимость в их долговременном хранении. Для того, чтобы визуальная Якутия была достойно представлена в глобальном цифровом пространстве, нужно расширять полномочия Национального аудиовизуального центра, увеличивать площади хранилищ, расти профессионально, иметь самое современное оборудование, а главное, необходимо просторное специализированное здание, в котором будет храниться бесценное богатство, живая память о прошлом и настоящем уникальной земли по имени Якутия. Хочу пожелать коллективу творческих начал, чтобы обогащали, успехов, удачи, а мы всегда будем стремиться поддерживать организацию работы нашего центра. У нас есть свои вопросы, есть свои проблемы. Мы сегодня работаем над тем, чтобы у нашего центра было хорошее здание. Здание такое крепкое, вечное и каменное. Уверен, что согласно поручению главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева и решим и преодолеем эту проблему и этот вопрос. Успехов, удачи, в добрый путь.